arkadaşlarımız Karasu Akbar Üniversitesi'nden Igor Kusenko maalesef üniversitesinden izin alamadığı için aramızda bulunamıyor. Fakat son derece kapsamlı bir tebliğ hazırladı. Tebliğini gönderdi. Tebliğin özetini Sayın Georgi Çoşiyev okuyacak. Tebliğin tamamında bu konferanstan sonra yayınlayacağımız kitapta bulabilirsiniz. Уважаемые организаторы конференции, коллеги, присутствующие дамы и господа, я вышел сюда, чтобы прочитать доклад краснодарского исследователя Игоря Куценко. Называется «Черкесы. Геноцид XIX века и современность». История – это ответ на вопросы, которые неизбежно встают перед современным человеком, замечает Люсьен Фебр. Чтобы постичь смысл судеб людей, который таит воскрешение прошлого, следует всего лишь, уходя от грубой или тонко навязываемой новейшей политизации, увидеть и объяснить его в контексте своего времени. Единственно верной первоосновой такого понимания минувшего является постоянная ориентация на последовательный гуманизм и нравственные акценты приобретенного опыта. Ибо для истории вечный поиск социальной справедливости заключается в честности и правдивости ее изложения. Об этом лишний раз свидетельствует описание драмы, пережитой черкесами, одного из народов Центрального и Северо-Западного Кавказа. До сегодня нет единой общепризнаваемой характеристики Кавказской войны, охватившей в XIX столетии обширный район юга нынешней России. Оценки ее весьма противоречивы, от любования подвигом российских завоевателей до горького осуждения ее хода и итогов. В перестроечное время многие историки заняли безопасную сегодня позицию оправдания политики Российской империи на Кавказе, согласиться с которой, на наш взгляд, невозможно. В осмыслении привлекающих внимание событий мы стоим еще в начале пути. Сложность их познания не в недостаточной осведомленности или чрезвычайной запутанности проблемы, а в преднамеренной политической заангажированности темы, ставшей вдруг в 21 веке одной из наиболее острых и актуальных. Видимо, объективной может быть картина, изображающая происходящее около 150 лет тому назад в русле прочтения общемировых тенденций того времени. Одна из них заключалась в том, что тогда во многих районах Земли, традиционно относимых, говоря языком позднейшей классификации, к Третьему миру, завершался раздел территорий, которые становились колониями экономически ведущих держав. Не была исключением огромная Российская империя, укреплявшая захваты новых районов и новых подданных на Дальнем Востоке, в Сибири, Средней Азии, на Северном Кавказе. Историческая канва событий Кавказской войны известна. Российская экспансия, столкнувшись с упорным сопротивлением местных свободолюбивых и издавна воинственных народов, стоявших по сравнению с европейскими на более низких ступенях развития, обратилась, как это было принято в завоевательной практике повсеместно в Америке, Азии и Африке, к долгой, кровавой, уничтожительной борьбе. Вопрос о признании геноцида черкесов в ходе Кавказской войны ставился давно. Наиболее обстоятельно и авторитетно его аргументация была обоснована на состоявшемся в конференц-зале Министерства национальной политики Российской Федерации 11 марта 1999 года заседании круглого стола, на котором обсуждалась тема проблемы истории черкесского, то есть адыгского и абазинского народа, в свете обращения президента Российской Федерации Ельцина к народам Кавказа в связи со 130-летием окончания Кавказской войны. Доклад «Современное состояние черкесского народа, его проблемы и чаяния», с которым выступил президент Международной черкесской ассоциации профессор Акбашев, отличался с одной стороны принципиальной позицией в отношении признания геноцида черкесов, с другой – патриотической толерантностью гражданина России. В нем, в частности, было отмечено: весьма непросто довести до понимания людей, не посвященных в историю Северного Кавказа, суть современных проблем и чаяний черкесского народа, некогда самого многочисленного и одного из самых древних в многоликой семье кавказских народов. Причина, видимо, в том, что общественное сознание не было подготовлено к восприятию исторической правды. В частности, отношение к характеру и итогам Кавказской войны XIX века претерпело в общественном сознании немало трансформаций, но так и не возвысилось до всеобщего признания ее бесчеловечной сути, ее разрушительного воздействия на судьбы многих народов Кавказа. Если о войне имама Шамиля говорили в разное время и по-разному, но говорили, писали и дискутировали, и издавали статьи и книги, то о войне, которую вел царизм на северо-западном Кавказе, войне, в результате которой от 3-миллионного черкесского народа осталась 1/20 часть, просто молчали. Трагические последствия войны для черкесов, адыгов и абазин,
жители Центрального и Северо-Западного Кавказа, не стали достоянием общественного сознания россиян. Мало кто знает, что для Черкесии Кавказская война началась в 1763 году, задолго до рождения Шамиля, и закончилась через 5 лет после его капитуляции, то есть закончилась в 1864 году. В школьных и вузовских учебниках жестокая бесчеловечная война с населением Центрального и Западного Кавказа преподносится как справедливое и героическое деяние царской армии. Война, длившаяся около 100 лет, нанесла по абаза-адыгскому этносу удар колоссальной силы. Огромные людские потери и массовая депортация поставили один из самых многочисленных народов Кавказа на грани исчезновения. В докладе Акбашева привлекает внимание то, что он не только сетует на пережитую черкесами историческую драму, но высказывает понимание российским адыгам пути изжития тяжкого наследия прошлого. Некогда процветавшая историческая Черкесия после почти векового героического сопротивления в 1864 году погибла, потеряв 95% своего населения, часть которого была уничтожена физически, а другая изгнана в Османскую Турцию, оттуда постепенно расселившись по всему миру в десятках стран Азии, Европы, Африки, Америки и Австралии. Несмотря на все трагедии нашего прошлого, национальное самосознание черкесов не стало болезненным и агрессивным. Однако сегодня мы вынуждены констатировать, что за последние 10 лет наша история, культура, традиции подвергаются в некоторых российских средствах массовой информации, а подчас и в научных кругах, таким искажениям, таким спекуляциям и такому плагиату, что этому явлению некоторые наши ученые уже дали определение духовного геноцида. Приведем красноречивое свидетельство о мотивации политики царизма. Оно содержится в грамоте Александра II от 27 июля 1864 года о награждении орденом второй степени Георгия, святого великомученика и победоносца, которого был достоин Евдокимов граф Николай Иванович, генерал-адъютант, начальник Кубанской области, командующий войсками ОНЭ. Генерал награждался за предоставленное вами, цитата, в 1860 году и одобренное нами, императором, предложение о способе действий для скорейшего окончания войны на Западном Кавказе, которая увенчалась ныне блистательным успехом, превзошедшим даже ожидания наши, быстрым достижением цели, доказывающим основательность принятых по соображениям ваших мер. В 3 года времени умиротворенный и совершенно очищенный от враждебного нам туземного населения Западный Кавказ уже в большей части своей занят прочно водворенными русскими поселениями, и долговременная кровопролитная война окончена, избавляя государство от огромных жертв в течение 1,5–100 лет его обременявших, и доставляя ему обширный и богатый край, который со временем, несомненно, с избытком вознаградит эти прежние пожертвования. Обращает на себя внимание то, какое значение придавалось награждению Евдокимова. Георгия второй степени за покорение Западного Кавказа в 1864 году и за всю Кавказскую войну получил еще только его императорское высочество великий князь Михаил Николаевич, генерал-адъютант, главнокомандующий Кавказской армией и наместник Кавказский. Грамота последнему датирована 27 июня 1864 года. Ровно через месяц, день в день, такую же царь подписал для Евдокимова. Вряд ли это было случайным совпадением. То есть заслуги главного исполнителя завершения завоевания император приравнял к заслугам своего дяди, члена царствующей династии. По статусу ордена Святого Георгия, учрежденного в 1769 году, его получал тот, кто лично, предводительствуя войском, одержит над неприятелем в значительных силах состоящим полную победу, последствием которой будет совершенное его уничтожение. Евдокимов, в нарушение положения об этом ордене, был награжден не за руководство войсками в сражениях, а за план расправы с адыгейскими племенами. Орден Георгия первой степени за Кавказ не получал никто. Официальное обращение императора к Евдокимову лишний раз указывает на главного палача адыгов. Им был сам царь Александр II. От него исходили прямые указания об очищении Кавказа от враждебного нам, то есть ему, императору, туземного населения. Кавказская война была самой продолжительной и одной из самых жертвенных из войн императорской России. Кавказско-Горская война с 1801 по 1864 год, то есть от манифеста о принятии Грузии в подданство России до дня окончательного покорения, стоила стране убитыми офицеров 804, нижних чинов 24 173, ранеными
офицеров 3154, нижних чинов 61 971, пленными офицеров 92, нижних чинов 5915, а из раненых еще многие и умерли. Таким образом, потери России превысили 500 000 человек в общей сложности. Потери же горцев точно определить невозможно. Убийственным памятником колонизаторских действий царизма стало то, что на северо-западном Кавказе от некогда многочисленного, компактно проживавшего автохтонного народа остались его этнические островки в адыгских субъектах Российской Федерации. О происходившем в Кавказскую войну стране и всему миру поведали Пушкин, Лермонтов, Толстой, Успенский и другие. Воспоминания о нем живут в черкесском фольклоре. Правду о геноциде поднимают историки. Ее разделяли министр национальной политики России Михайлов, известный ученый, бывший ректор Ростовского государственного университета, затем руководитель Северокавказского научного центра высшей школы Жданов. Первый президент Адыгеи Джаримов неоднократно заявлял, царизм истребил 95% адыгов. Второй президент Адыгеи Совмен в присутствии членов своего правительства, народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии Исхака Машбаша, ректора Адыгейского государственного университета Хунагова, спрашивал у автора этих строк, почему в Краснодарском крае ставят памятники генералам, которые убивали адыгов. А главное, правду о том, что прадедам современных черкесов выпало пережить такой кровавый оскал колонизаторского зверства, равного которому не знал ни один некогда покоренный народ в империи, хорошо знают массы адыгов и не только адыгов. Почему до сих пор факт об истреблявшемся народе не получил признания? Он как бы был, но его и как бы не было. Властями он скрывался всегда. Уж очень неприглядным и страшным он выглядит. Царизмом для объяснения был придуман термин «умиротворение Кавказа». Сегодня эту формулу можно прочитать на цоколе храма памятника Спаса на Крови в Петербурге, где перечислены заслуги Александра II, на восстановленном в Краснодаре памятнике 200-летию кубанского казачьего войска. Советские деятели в соответствии со своим пониманием лозунга укрепления дружбы народов не нашли ничего лучшего, как сочинить сказку о добровольном присоединении адыгов к России. С кем же тогда царизм так долго и упорно воевал? Советская легенда была поддержана местной партийной номенклатурой. В наше время царский колониальный разбор сначала замалчивался, так сказать, по привычке, позднее пышно расцвела инспирируемая чиновниками идеализация российского самодержавия, что фактически сделало невозможной его официальную критику, а тем более обвинение царизма в геноциде. Продолжавшееся замалчивание вопиющего преступления против человечности оставляет адыгов в положении неполноценности, неравенства по сравнению с другими народами. Стоит ли его терпеть дальше, например, во имя давно и, надеемся, бесповоротно отвергнутых гнилых монархических идеек, недальновидного заигрывания с ними? Оскорбленная память отравляет атмосферу гражданского общежития, порождает неверие в искренность деклараций, провозглашаемых сверху, взывает к справедливости. В последнее время проблема геноцида адыгов стала энергично подниматься и за границей. Интернет сообщает, в конце марта 2012 года в Тбилиси прошла конференция на тему «Скрытые народы. Преступление продолжается. Черкесы и народы Северного Кавказа между прошлым и будущим». Провести дискуссии по оценкам массовых депортаций и геноцида черкесов в Российской империи собирался и провел грузинский парламент, к которому с соответствующей просьбой обратились представители черкесской диаспоры. Как сообщал Первый Кавказский грузинский телеканал, они предлагают объявить 21 мая, день окончания Кавказской войны, датой, знаменующей собой российскую оккупацию Северо-Западного Кавказа в 1864 году, днем памяти жертв черкесского геноцида, и признать город Сочи местом и символом геноцида черкесов и этнической чистки. Как на такие заявления реагировать России? Списать их на провокаторские действия режима Саакашвили и его доброхотов? Сделать вид, что нас это не касается, и величественно промолчать? Но это вряд ли удастся. Кроме черкесской зарубежной диаспоры, ведь нужно, наконец, что-то сказать и российским адыгам, а сделать это совсем непросто. Традиционному российскому равнодушию к геноциду черкесов соответствует отечественная историография. До революции трагедия горцев не привлекала внимания демократической общественности. Ключевский констатировал, как скоро русские стали на Каспийском и Черноморском берегах Закавказья, они должны были, естественно, обеспечить свой тыл завоеванием горских племен.
С момента присвоения Грузии и начинается это продолжительное завоевание Кавказа, кончившееся на нашей памяти. Кавказский хребет по составу населения делится на две половины – западную и восточную. Западная, обращенная к Черному морю, населена черкесами, восточная, обращенная к Каспийскому морю, чеченцами и лезгинами. С 1801 года и начинается борьба с теми и другими. Раньше был покорен Восточный Кавказ завоеванием Дагестана в 1859 году. В следующие годы докончено было завоевание Западного Кавказа. Концом этой борьбы можно признать 1864 год, когда покорились последние независимые черкесские аулы. Наиболее раннее известное нам упоминание о судьбах адыгов имеется в очерке Успенского, написанном во время поездки на юг в 1886 году. Цитата. «В 1864 году Черноморское побережье было окончательно покорено. Горцы все ушли сами, перетонули в море, перемерли от холода и голода. Причиной этого бегства были меры генерала Евдокимова, который стал переселять горцев в долины, а казаков в горы. Вследствие бегства горцев побережье совершенно обезлюдило». В обширном труде «Потто. Кавказская война», первый том которого вышел в 1897 году и который заканчивался четвертым томом о турецко-русской войне 1928-29 годов, автор выражал уверенность, что боевые предания Кавказа, примеры беззаветного мужества и честного исполнения долга перед отчизной, не останутся без влияния на развитие духа доблести в военном сословии. Каковым по державной воле русского царя стал в сущности весь русский народ. Конец цитаты. Так русскому народу волей державной приписывалось соучастие в колониальном разбое царизма. Мужество, порядочность покорявшихся силой оружия горцев во внимание не принимались. В советское время, когда самым радикальным образом были отвергнуты историографические традиции, господствовавшие в царской России в описании Кавказской войны, тем не менее принципиальных изменений не произошло. В итоговом справочнике, которым являлась Большая советская энциклопедия, отмечено: адыги – общее наименование многочисленной в прошлом группы родственных по происхождению племен Северо-Западного Кавказа, называвших себя адыги, известных в европейской и восточной литературе со времен Средневековья под именем черкесов. Почему многочисленность этой группы упоминается лишь в прошлом, не сказано ничего. В энциклопедической статье «Кавказская война 1817-1864 годов» автор Кавторадзе говорится: на северо-западном Кавказе разобщенность черкесских и абхазских племен облегчала действия царского командования, которое отбирало у горцев плодородные земли и передавало их казакам и русским переселенцам, осуществляя массовое выселение горских народов. Оттесненные к морю или загнанные в горы черкесы и абхазы были вынуждены либо переселяться на равнину, либо под влиянием мусульманского духовенства эмигрировать в Турцию. Неподготовленность турецкого правительства к приему, размещению и питанию массы людей до 500 тысяч человек, произвол и насилие местных турецких властей и тяжелые условия жизни вызвали большую смертность среди переселенцев, незначительная часть которых снова вернулась на Кавказ. Присоединение Северо-Западного Кавказа было проведено насильственными военно-феодальными методами, свойственными колониальной политике царизма. Вместе с тем, вхождение этих народов в состав России объективно имело прогрессивное значение. Конец цитаты из статьи в энциклопедии. Об уничтожении царскими войсками аулов, истреблении мирных жителей, таким образом, не говорится ничего. Значительная часть вины за потери горцев возлагается на турецкие власти. Статья в энциклопедии имела характер общегосударственной нормы, выражала тогдашнее официальное представление о давних событиях. Трактовка такого понимания утвердилась не сразу. Так, в широко известном довоенном учебнике для средней школы «Русская история в самом сжатом очерке», части 1-3, за авторством Покровского, 5-е издание которого вышло в 1934 году, о Кавказской войне и российской экспансии на Кавказ не упоминается вовсе. В СССР была предпринята попытка, так сказать, упорядочения кавказоведения. Жизнь требовала ответов на острые вопросы. В 1950 году государственное издательство политической литературы выпустило 100-тысячным тиражом брошюру Багирова к вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля. В ней говорится:
Шамиль с самого начала, как и его предшественники, был тесно связан с Турцией. Высказывания самого Шамиля свидетельствуют, что он рассчитывал после подчинения Кавказа Турции сохранить за собой звание имама и пост турецкого наместника. Эти желания Шамиля совпадали с расчетами турок. Помимо помощи инструкторами, специалистами, вооружением и боеприпасами, турки официально присвоили Шамилю звание генералиссимуса, обратите внимание, черкесской и грузинской армий, обещали ему титул короля Закавказья, награждали его орденами, посылали знамена и так далее, и так далее. Конец цитаты. И далее цитата продолжается. Можно привести еще немало документов, неопровержимо доказывающих, что так называемый кавказский юридизм и движение горцев под руководством Шамиля было делом рук Турции. Шамиль был орудием в руках иностранных государств. О том, что в нем и в его движении ничего народного, демократического не было и не могло быть, что никакого освободительного характера его движение носить не могло, что он так же, как в свое время арабские, турецкие и персидские захватчики, огнем и мечом проходил по захваченным землям, организуя массовое истребление ни в чем не повинных людей, не желавших подчиниться Шамилю, то есть тех, кто не хотел попасть в кабалу Турции и Англии, ориентировался на Россию, на союз с русским народом. Шамиль добивался отторжения Кавказа от России, отвлекал огромное количество русских войск и тем самым помогал военным противникам России, англичанам, французам и туркам, создавая для них благоприятные условия в районе Крыма. Рефреном за всем этим пассажем Багирова звучит: «Движение Шамиля не было освободительным». Но оставим Шамиля. Обратим внимание на то, что Багиров отождествлял его политику с освободительным характером борьбы горцев. А ведь она продолжалась 5 лет и после пленения Шамиля, и геноцид адыгов проводился, когда имам сам уже стал пленником. Багиров призывает на помощь Маркса и Энгельса, у которых были критические высказывания о движении горцев и о Шамиле. Мы скажем, что о Шамиле да, но о движении горцев нет. Хотя, конечно, нельзя не учитывать ситуации, когда Шамиль поднимался до уровня руководителя народной борьбы. Авторитет Маркса и Энгельса в Советском Союзе был абсолютен, но их нелицеприятные для императорской России высказывания в исторических трудах не фигурировали никогда. Багиров заявил, как в свете всего сказанного понять позиции ответственных работников Института истории Академии наук СССР, товарищей Дружинина, Панкратовой, Заходера, Нечкиной, ЗАГС и других, идеализирующих историческую истину. Это была прямая угроза, и на нее, конечно, последовало реагирование. Так, исправившаяся в кавычках Нечкина в своем учебнике для исторических факультетов «История СССР. Том 2. Россия в XIX веке», издано в Москве в 1955 году, сочинила следующую псевдонаучную версию. Повсеместный отход от мюридизма горцев Дагестана, неудачи в борьбе против объединенных сил горских народов и русских войск, провал попыток интервентов вторгнуться в пределы Кавказа в годы Крымской войны – все это говорило о крахе движения мюридизма. При таких условиях Шамиль с остатками мюридов очутился в 1859 году в последнем своем прибежище в горном ауле Гуниб и, поняв безнадежность своего положения, сложил оружие и сдался в плен. Если на этом была закончена борьба на Восточном Кавказе, то в северо-западной его части, примыкающей к Тамани, на территории между рекой Лабой и Черным морем, среди племен адыгов, шапсугов и других, борьба еще продолжалась вплоть до 1964 года. Этот район был в годы войны облюбован для высадки англо-турецкого десанта, и здесь особенно энергично действовали английские и турецкие эмиссары, усиленно подбивавшие местных феодалов и шамилевского наиба Мухаммеда Амина на борьбу против России. Потерпев и здесь полную неудачу, иностранные государства, стремясь обезлюдить Кавказ, спровоцировали местных феодалов на переселение с подвластными им племенами в Турцию при попустительстве царского правительства, надеявшегося таким путем избавиться от воинственного населения и овладеть его землями. Около 400 тысяч человек отправились на новое жительство в незнакомую и враждебную им Турцию. Со стороны султанских властей горцы встретили самое бесчеловечное отношение. Они были ограблены и поставлены в такие условия, что большая часть их гибла от голода и эпидемий. Туркам удалось сформировать из остатков горцев карательные отряды, направленные на Балканы и в Сирию. Горские женщины и дети были проданы в рабство. Только сравнительно незначительной части горцев удалось после жестоких страданий и притеснений вырваться из турецкой неволи и вернуться на родной Кавказ.
Несмотря на явную неудачу перетянуть горцев на свою сторону, Турция и ее иностранные вдохновители продолжали в течение всей второй половины XIX века возбуждать племена горцев, выдавая интересы турецкого султана и мусульманской религии за интересы народов Кавказа. Окончившееся полной неудачей выступление Шамиля еще раз показало, что народы Кавказа решительно и твердо стоят за дружбу с русским народом и вместе с ним хотят бороться против царизма и своих врагов, против реакционных замыслов иностранных государств, направленных на отрыв Кавказа от России и превращение его в турецкую провинцию. Народы Кавказа, связав свою судьбу с великим русским народом, получили в его лице могучего защитника, обеспечив тем самым широкую возможность для своего дальнейшего развития. Конец цитаты из Нечкиной. Такая трактовка снимала ответственность за колониальные зверства, за геноцид адыгов с царской монархии, с правительства Александра II. Приписывая народам Кавказа некое весьма сомнительное интернациональное прозрение, которого на самом деле просто не могло быть. В войну горцы русского народа не видели и не знали. Они имели дело только с императорской военщиной. А она вдохновить местные народы на любовь к России своим поведением, увы, никак не могла. Однако схема Багирова-Нечкиной утвердилась и практически существует в наши дни. Таким образом, истоки современной грубой фальсификации последствий Кавказской войны лежат в кондовом российском великодержавии, сначала императорской, а потом советской редакции. Историографический перекос отмеченных манипуляций состоял в том, что, ставя на первый план разоблачение происков врагов России на международной арене, то есть Англии, Турции и других стран, авторы увели общественное сознание от этических оценок колониального беспредела на Кавказе, искусственно подменили один ведущий фактор – истребление людей, другим – междугосударственными претензиями и разборками. Что это дало? Упрощенный вариант истолкований давних событий обелял отношение романовской монархии к народам, которые она насильственно превращала в своих подданных, и будто бы подзащитных, чем внушалось ложное представление об эгоистичном, жестоком, помещичье-буржуазном царстве. Таким приемом оправдывалась имперская экспансия, и даже ее соучастникам и сторонникам чуть ли не объявлялось население всей огромной страны. Такая содержательная позиция была сохранена и в советское время. Тогда, разумеется, громко изобличался царизм, но стал культивироваться и новый фальшивый тезис о добровольном присоединении Северного Кавказа к России. Спрашивается, если это было так, то в силу каких причин и против кого столько десятилетий империя вела тяжелейшую войну? Неужели против добровольцев совместного проживания? Как это не покажется странным, названная добровольность своей логикой, наоборот, означала скрытое одобрение царского колониализма. Партийным идеологам было проще и легче увязать старинную легенду о добровольном вхождении с нравственной фигурой социалистического единения, чем вдаваться в нелегкие объяснения кровавой истории покорения Кавказа и будоражить историческое самосознание народов. Версия добровольности делала как бы неуместной и даже вредной саму постановку проблемы уничтожения черкесского народа, то есть являлась формой маскировки печального исторического факта. Таким образом, оказывается, советское время не было сплошным праздником пролетарского интернационализма. Из констатации добровольного воссоединения торчали уши великодержавия и шовинизма. Так, казалось бы, осуществлявшееся во благо оборачивалось постыдной фальшью. Наоборот, набор знакомых штампов в разных сочетаниях предлагается изучающим историю сегодня. Примером может служить рецензия. Один из таких примеров разбирается в рецензии сотрудника Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований Самира Хатко на учебное пособие «Родная Кубань. Книга для чтения» под редакцией Ратушняка, Краснодар, 2008 год. Наблюдения рецензента таковы. 90-е годы преподнесли еще один урок. Оказалось, что уровень кавказоведения находится в прямой зависимости от элементарной человеческой порядочности. Обращает на себя внимание враждебный тон авторов. Черкесы названы врагами в учебнике. Данный учебник – единственное учебное пособие не только в Краснодарском крае и Республике Адыгея, но и на всем Северном Кавказе, где допущена подобная лексика. И главное, в учебнике ни слова не говорится о национальной катастрофе, постигшей адыгский народ в 1861-64 годах. Ни слова о том, как царские войска под командованием генерала Евдокимова сектор за сектором, долину за долиной очищали весь северо-западный Кавказ от адыгского населения. Автор рецензии обращается к Ратушняку и его коллегам. Несомненно, ваш учебник способен сильно навредить атмосфере толерантности в двух субъектах Российской Федерации – Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Учебник полностью фальсифицирует историю Северо-Западного Кавказа и представляет собой образец того, каким не должен быть учебник или любая книга, адресованная детям. Состояние российской историографии Северного Кавказа далее не может быть терпимым. Означает ли это, что читателю теперь следует давать только заново причесанные одномерные описания? Вовсе нет. Наука не может существовать без продолжающегося поиска, без столкновений точек зрения. Но есть истины общеизвестные, которые оспорить невозможно. К таким относится геноцид населения Северо-Западного Кавказа. Непростые, длительные уроки минувшего диктуют необходимость радикального пересмотра существующего положения в отечественной историографии. Выход ее из современного кризисного состояния, на наш взгляд, немыслим без. Первое. Отказа от идеализации российского самодержавия и его институтов, пережиточной, полукрепостнической формы политической организации, выражавшей интересы алчной землевладельческой аристократии, помещиков и подпомещиков и буржуазии. Второе. Без признания исторической вины самодержавия, геноцида народов Центрального и Северо-Западного Кавказа, развернутого в ходе колонизации завоевываемых царизмом территорий. Третье. Без государственного выражения морального соболезнования за трагические последствия для черкесов вторжения царизма, открытого, правдивого осуждения его кровавого насилия над автохтонным населением. Четвертое. Без принципиального изменения отношения к научному изучению истории советского общества. Его целью должен стать объективный анализ сложнейших процессов, итогом которых стало создание могучего социалистического государства, критическое осмысление его места в общемировой эволюции, его достоинств и просчетов, роли в формировании социальных предпосылок для перехода к демократическим реформам. Только историческая правда, основанная на гуманизме и порядочности, не имеющая ничего общего с вымыслами и групповыми расчетами, может помочь окончательному, сознательному установлению в Кавказском районе России свежей, оздоровляющей атмосферы взаимного доверия и уважения, и мы не сомневаемся, грядущего братства народов. Все. Evet, Sayın Georgi'ye bu güzel özet için teşekkür ediyoruz. Özellikle sunumun sonundaki temennilere de katıldığımı belirtmek isterim. Süremizi epey açtık. Konuşmacılar uzak mesafeden geldiği için konuşmalarını kısıtlamak istemedim. Fakat süremiz de epey daralmış durumda. Bu nedenden dolayı birkaç soru alacağız tüm konuşmacılara yönelik olarak. Soruları almadan önce bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Onu ifade etmek istiyorum. Çerkes soykırımı ve sürgünle ilişkin gerçeklerin ortaya çıkması için bu tip bilimsel etkinlikler çok önemli. Hem gerçeklerin araştırılması hem de yaygınlaştırılması açısından. Bu konferansta ana sponsorumuz Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın maddi desteğiyle gerçekleşti. Bu yüzden bu kurumumuza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu konferans için salonu tahsis eden Milli Kütüphane Başkanlığı'na da ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Şimdi soruları almak istiyorum. Fakat dediğim gibi az sayıda soru almamız gerekecek. Bayağı bir süremizi aştık. Soru sormak isteyenler lütfen öncelikle kendilerini tanıtırlarsa memnun oluruz. Çünkü kayıt alınıyor. Kayıt için gerekli. Ve mümkün olduğu kadar soruya yönelirsek, açıklama yerine direkt konuşmacılara sorumuzu kısaca sorarsak daha fazla soru alma imkanımız olabilir. Soru sormak isteyenler varsa soruları almak istiyorum. Evet, burada bir sorumuz var. Bir mikrofonu getirebilir misiniz? Teşekkürler. Teşekkürler sayın konuşmacılar. Gerçekten bizim Çerkeslerin karanlık bir dönem yaşadığı 1800'lerin ortası ve daha sonra da göçmen olarak veya sürgün hayatı yaşadıkları ilk yıllardan sonra ben biraz bekliyordum. Bugünkü
Çerkezistan'da yani Çerkesya'da yaşanan bu olaylar nasıl gelişiyor? Yani 1864'ten 150. yılı rastlatarak Soçi'de yapılan Soçi olimpiyatlarını ve ona karşı Çerkeslerin genellikle karşı çıkmaları, onun karşısında Rusya'nın daha sonra izlediği tutum hakkında biraz bize bilgilendirmek istiyordum. Yani şu anda bir bölünme peşinde ve The Empire Strikes Back dedikleri gibi imparatorluk karşı taarruza geçti diye bir durum var şu anda ve bu durumda Çerkeslerin veya Çerkesistan'da yaşayanların Kuzey Kafkasya'da genellikle nasıl bir durum içindeler? Sağ olun. Başka soru sormak isteyen varsa bütün soruları aldıktan sonra konuşmacılara söz vereceğim. Doçent Doktor Bekir Koç, sunum sahiplerine özellikle bu ayrıntılı, duygusal ama kesinlikle bilimsel sunumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Benim sorum Dolgiyeva hanımefendiye. Bildiğimiz kadarıyla Osmanlı topraklarına göç etmiş olan Çerkeslerin sayısal olarak en azlarından birini Çeçenler oluşturuyor. Tabii Osetler de var ama bildiri sahibi İnguş göçlerini ele aldığı için özellikle bunu sormak istiyorum. Bunun sebebi nedir? Biraz daha açıklama yapabilirse daha bildirisi daha ayrıntılı bir hal alır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Турок Месхетин. Выступающие почему-то не говорят о более актуальном вопросе, о возвращении представителей диаспоры хотя бы частично на историческую родину. В чем тут проблема? Я считаю, что история должна служить решению современных задач, одна из которых заключается в том, чтобы эти люди хотя бы частично вернулись на свою родину. Зачем говорить все время о юбилеях, о годовщинах, если люди не хотят вернуться на родину? Какой же смысл приобретает историческая наука, если люди не возвращаются на родину? По-моему, это главная задача. Şimdi Türkçe soruyor. Rusya'dan gelen sayın arkadaşların konuşmalarında nedense Çerkes kardeşlerimizin kendi ana vatanlarına dönüşük problemi nedense hiç bu konudan bahsedilmiyor. Tarih biliminin kendi başına, kendisi için çalıştığını biz kabul edemeyiz. Tarihin amacı bizi eyleme götürmesidir. Bu eylemin başta gelen, başlıca önemli olan eylem ise bugün benim bir Ağızkalı Türk olarak söylüyorum, dönmektir. Vatana dönmek. Yani başlıca konunun önemli boyutlarından biri dönüş bu meselesidir. Bundan ise nedense konuşmacılar bahsetmediler. Sağ olun. İsmail Bey'e söz vereceğim son olarak. Mikrofonu verir misiniz? Teşekkür ederim. İsmimi söyleyeyim, İsmail Seçer. Tüm konuşmacılar
çok teşekkürü hak ettiler. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Ben sorumu Mihail Beyefendi'ye sormak istiyorum. Şimdi bu ana konunun iki tarafı var. Bir Rusya tarafı, bir de Osmanlı tarafı. Osmanlı tarafında biraz göz ardı edildiğini zannettiğim yer, bir de sarayın ayrıca ortaya konulması lazım. Mihail Bey, öteki tarafta olmakla beraber çok değerli bir araştırmacı. Türkiye'ye de geldi, Türkiye'de de araştırmalar yaptı. Bizim buradan soruyorum ama gene onun gözünden kaçmayacağını soruyorum, zannediyorum. Sorum şu, 1860 yılında Osmanlı padişahı Abdülaziz'dir. Yani bizim göçün en yoğun olduğu zamanlarda Osmanlı padişahı olarak Abdülaziz bulunuyordu. Abdülaziz'in annesi çok bilindiği gibi Pertemniyal Valide Sultan Abazin'dir, Abazadır. Bu kadıncağızın hep Türk tarihinde çok söylenir. Abdülaziz'in üzerinde büyük etkisi vardır. Abdülaziz'in yönetiminde Pertemniyal Valide Sultan'ın çok etkisi vardır ve yeri vardır. Bunu hep böyle anlatırlar. Şimdi oraya girmemekle beraber biliyorsunuz Pertemniyal Valide Hanım Abdülaziz'in şehit edilmesiyle büyük ıstıraplar içinde yaşamıştır. Ancak bu göç olayında, bu büyük göçte onun etkileri olup olmadığı irdelenmemiştir. Abdülaziz'in bazı kararları almasında onun çok etkisi olduğu düşünülebilir. Bu nedenle acaba araştırmalarında bu tarafa doğru gitmiş mi? Pertemniyal Valide Sultan'ın nasıl geldiği konusu da abaza olduğu inkar edilmez, hep belirtilir. Tarihçiler bunu pek örtmezler. Ancak nasıl geldiği, nerede geldiği, II. Mahmut'la nasıl evlendiği hususları da biraz kapalıdır. Şimdi konuyu karıştırmamak için göç açısından Pertemniyal Valide Sultan'ın etkisi var mıdır? Bununla ilgili acaba araştırmalarında bir şeye rastlamış mıdır? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Şimdi yine konuşma sırasıyla konuşma sırasıyla söz vermek istiyorum. Öncelikle Bayan Marian Dolgiyeva'ya söz veriyorum. Daha sonra diğer konuşmacılara da söz vereceğim. Спасибо большое за вопрос. Я отвечу на него. Дело в том, что действительно в годы переселения больше было переселено чеченцев, чем ингушей. На то есть объективные причины, и я сейчас постараюсь их вам раскрыть. На тот период, в начале 19 века, 1810 году, часть ингушей, конкретно назрановцы или представители назрановского общества, подписали договор с Российской империей, договор во Владикавказе. От лица России этот договор был подписан генералом Дельпоце, в котором они обязались поддерживать Россию. И вот эта часть назрановцев, она была более лояльна царскому режиму. И есть мнение в исторической науке, что ингуши не все поддержали Шамиля в ходе Кавказской войны. И я в своем докладе делала акцент именно на выселение карабулаков, поскольку именно карабулаки, супетнос ингушей, были самыми непримиримыми и участвовали в Кавказской войне на стороне Шамиля, и поэтому царские власти приняли решение поголовно выселить карабулаков и часть галгаев из галгаевского общества. Это тоже представители ингушского народа. Ну и
не пользуясь случаем, я боюсь, что у меня другого случая не будет, поблагодарить организаторов этой конференции, поблагодарить за то, что они предоставили возможность нам, исследователям, обменяться опытом, мыслями, информацией. Поблагодарить хочу особенно Мухитдина Унала, который является организатором данной конференции. Еще раз спасибо за вопрос. Çok sağ olun. Mihail Bey. На вопрос нашего уважаемого соотечественника, то, что я изучил ли я о деятельности Абдул-Азиза, к сожалению, я не изучал, не исследовал, к моему великому сожалению. Я знаю, что это был Абазин, и он был приближенным к султанату, это отрадно слышать. Но, по моему мнению, это плохо, что он был приближен к султану для Абазина. Мы ничего не знаем, какую он роль сыграл в этот период перед султаном. Почему? Потому что нет исследования, но логика подсказывает. Если его народ находится на чужбине, Абдул-Азиз, и он видит их, так сказать, чаяния, невзгоды, умирают дети, погибают все на глазах, а он бездействовал, Абдул-Азиз. Я могу, так сказать, интерпретировать по поводу вашего мнения насчет Абдул-Азиза. Почему-то нигде не было, ни в публицистиках, ни в исследованиях, которые бы я мог бы читать, или другой читал бы, читатель, свободно, так сказать, непринужденно, о деятельности Абдул-Азиза. Мне ничего не известно, к сожалению. Но, я еще раз повторяю, это был худший вариант для Абазин, что он был приближен. Далее. Вы согласны со мной? На мой ответ. Это моя точка зрения. Следующее. Вот то, что здесь правильно задал вот товарищ. Почему тут доклады, почему не идет речь о соотечественниках наших, там, адыгов, абхазов, абазин, о их переселении? Вопрос, говорит, не ставится. Вы знаете, я видел в абазинских селениях, только я могу судить по абазинским селениям, что не хотят. Не хотят. Я этот вопрос ставил в своих экспедициях. У меня в материалах это есть. Издан монографии по поводу этой проблемы. Я это не скрываю, если я издал монографии. Несколько монографий вообще по турецким абазинам. И что вы говорите? Вот сейчас мы не ставим проблему. Мы об этой проблеме давно думали, прежде чем вы подняли этот вопрос и поставили на этом форуме. И переживаем за эту проблему, кстати говоря, и не десяток лет, несколько десятилетий. И наши современники, и наши старшие товарищи, исследователи, и интеллигенция этот вопрос ставил. Но тут обратное происходит почему-то. Почему-то. Вот я беседовал с абазинами старшего поколения и ставил этот вопрос. Они сказали: Миша, мы, наверное, не сможем переехать жить там. Мы приедем в гости, увидимся, вы приедете к нам. Но мы не сможем оставить могилы наших предков. Это аргумент. Мы не можем оставить могилу наших предков. Да. Я призадумался. Были, которые были в Абхазии, были в Кабарде. Мы знаем из Косово адыгов, которые поселились в Адыгею, обратно вернулись. Я знаю, не буду называть тех соотечественников, которые живут наши в Турции, вернулись в Абхазию, обратно, так сказать, процесс был. Обратный процесс был. По каким-то объективным причинам, я не буду называть. И вот те причины, которые я называю, они очень объективные. И сейчас так ставить вопрос
Понимаете, почему мы в докладах не отражаем? От вас зависит. От вас зависит. Не от наших докладов, не от наших, а от вас, от населения. Было бы это массово, так сказать. Да, действительно. Взяли там сотни, тысячи людей. Вот желаются вернуть. Я думаю, что делать проблему, конечно, будут какие-то, наверное, политические, политической точки зрения проблемы, но я считаю, свободной сейчас демократической России эти проблемы разрешаемы, на мой взгляд. Но такого массового переселения, к сожалению, не будет иметь места. Спасибо за внимание. Если еще вопросы, пожалуйста.